Елена Анатольевна, я сегодня с вами беседую по очень интересному делу. Вас обвиняют в серьезном преступлении. Вот буквально накануне прокуратура проинформировала абхазское общество о том, что вы похитили ребенка, пытались разлучить его с близкими родственниками. Вот в связи с этим у меня вопрос: какое вы отношение имеете к этому ребенку, кем он вам приходится, и вообще почему вы решили, его забрать? Ой, кем приходится. Этот ребенок мой внук. Мой самый единственный, любимый внук. Я больше даже говорить не могу после этого. Понимаете, моя дочь познакомилась с молодым человеком здесь, в Абхазии, когда приехала сюда. После этого, влюбилась она в него. Во всяком случае, она мне так рассказала. И родила ребенка. Ребенка назвала Эриком. Он родился очень маленький, 900 грамм, недоношенный, 6,5 месяцев. Вытягивали этого ребенка как только могли в течение года и 2 месяцев. Но познакомился она с Эриком. Мы не знали, что он женатый, не женатый. Он, когда к нам приезжал в Екатеринбург, он ничего, ни слова не сказал, что он женат, что у него есть дети. Вообще даже ни слова об этом не сказал. Он приезжал делать предложение дочери. Но я сразу сказала, что, наверное, не надо туда выходить замуж. Но он предложил ей туда работать, и она поехала работать. Вот она, когда родила ребенка, мы его практически вытянули. Она звонила мне каждый день. И 5, и 6 раз по видео мы с ней разговаривали, смотрели на ребенка. Ребенок вроде бы поднимался. Спасибо огромное врачам, конечно, которые помогли в Сухумской больнице. Действительно поставили его не то что на ноги, но хоть на ножки. Хоть на ножки. Потому что когда я его первый раз увидела, это, конечно, был вот горсточка, а не ребенок. А потом он стал человечком. Так она жила здесь, в Абхазии. И, я не могу ничего сказать про ее отца этого ребенка, потому что я его, будем говорить, видела 3 раза, когда он приезжал к нам. Но он не помогал этому ребенку вообще ничем никогда. Все присылали мы. Мы с папой работаем, присылали ей денежки на содержание. Надо на лекарства, надо на массаж присылаем. Надо на какие-то другие процедуры, точно так же присылали денежку. Она здесь оплачивала 2-комнатную квартиру и жила с ребенком. Я так поняла, что отец ребенка приходил иногда их проведывать. Вот. Но ссориться они начали почти сразу. После того, как она родила, относился он к ней очень нехорошо. Несколько раз были случаи, когда он вообще ее так избивал, что она по 3 недели лежала, и помогала ей только ее подружка, которая приходила, нянчилась с ребенком и на руках носила ее в туалет и ванну умыться. Такая ситуация была очень нехорошая. Я тогда сразу ей говорила: Саша, приезжай домой. Она говорила: мама, я не могу. И в результате получилось так, что когда он делал гражданство ребенку своему, документы, он у нее выкрал паспорт. Паспорта этого не было у Саши 6 месяцев. И уехать, конечно, она. Куда она денется? Без документа, безо всего. Куда? Вот. Потом доссорились до того, что он приехал в один день, когда они гуляли с ребенком. Просто из коляски забрал его, посадил в машину и уехал. Саша думала, может быть, сейчас вернется. Она сидела, ждала с коляской на улице. Он уехал, его больше не было. То есть она не подозревала, что... Она даже, не было у них такого разговора, что он заберет когда-то этого ребенка или еще, что он кому-то вообще нужен, кроме нас. Потому что я так поняла, что раз ребенку не помогает отец, раз редко очень приходит его, проведывать, не играет, не гуляет, ничего не делает, то, наверное, он ему не очень-то и нужен. Поэтому я и говорила: Саша, приезжай домой сразу. Ребенок будет наш, только наш. Мы его очень любим. Вот, в общем, после этого она думала, мало ли, может быть, он куда-то уехал к родственникам. Думала, может, увез к маме своей, потому что как-то раз она знакомилась с мамой и видела ее. То есть думала, может, он маме поехал показать или еще каким-то родственникам. Но нигде его не было. Ни ребенка, ни его. То есть она где бы ни была, нигде не могла найти. Изъездила всю Абхазию по всем родственникам, каких знала. Вот. После этого она позвонила нам и сказала: мама, вот такая ситуация. У меня Эрик забрал ребенка. Кем работает? Где находится сейчас? Кто этот человек вообще? Он был работник милиции.
И поэтому все те причины вот того, что она не могла подать даже заявление в милиции, они все пропадали, эти заявления. Она была на приеме, и Анклаба была на приеме у министра МВД 2 раза. Где она только не была, и что только не прошла, и прокуратура, и все остальное. Везде был отказ. Никто не помогал, потому что он работник, действующий был работник милиции. А сейчас я так поняла, что он не действующий работник, и он задержан по подозрению в каких-то преступлениях. То есть там или шантаж, или что-то, я не буду в это вникать. Когда вы услышали о том, что вашего единственного внука забрали у вашей дочери, вы приехали? Мы приехали с мужем, чтобы как-то решить этот вопрос. Думали, по-человечески поговорим, что случилось, хотели узнать вообще причины этого всего. Он как главную причину не стал с нами вообще разговаривать. А встретились мы так. Мы приехали в отдел опеки и попечительства на 3-й этаж здания в Сухуми. Олеся нас встретила. И мы, когда с ней разговаривали на эту тему, прошло минут 15. В результате появляется Эрик в форме, с оружием, заходит к ней в кабинет. Этот пистолет и говорит, сначала Олеся пыталась ему, начать разговор, чтобы, не то что помирить, но хотя бы поговорить. Разговаривать он с нами вообще сразу же отказался. Приставил мне вот сюда пистолет свой так и сказал, если ты, твоя дочь и твой муж не уберетесь отсюда, я вас всех перестреляю. Олеся замолчала, ни слова не сказала. Я думаю, что ей тоже было это, наверное, неприятно. После этого я собралась и тут же ушла из этого кабинета на 1-й этаж, там, где была моя дочь. Мы обратились и в наше посольство, и везде, где только мы не обращались, ответ был такой, либо обращайтесь к адвокату, либо делайте, что хотите. Правда, нам никто не хотел помогать. Мы тогда собрались, забрали дочь и уехали отсюда. Вернулись в город, Саша устроилась на работу, мы думаем, переждем какое-то время, и потом дальше начнем решать, что делать с этим ребенком, с кем-то проконсультируемся, мы же не специалисты, не знаем, как это все сделать. Вот Саша устроилась на работу, мы тоже работали, прошло, примерно полгода, и Саша вместе с отцом приехали сюда, обратно, подать документы на то, чтобы ребенка, присудить или чтобы забрала она его с собой ребенка. Подали документы, а в ответ им сказали, что документы Эрик уже подал на то, чтобы ребенка забрать себе. 2 года судились по этому вопросу. Чего тут только не было. Одно заседание откладывалось, другое откладывалось, третье какие-то причины находили. Каких только не провели экспертиз с ней, я даже не знаю. Она посетила тут, наверное, все сухумские главные больницы, куда ее направляли по суду. То есть и к психиатру, и к наркологу, и к психологу, и какие только она анализы не сдала. Но в результате нам Эрик сказал, что вы эти все экспертизы купили. Я не знаю, как можно от суда купить экспертизу, я вообще удивлена этому. По решению суда Саша ограничена в родительских правах. То есть он ей говорил, что она пьет много. Угу. Какие-то ложные свидетели появлялись на суде, еще кто-то. Я не знаю. В общем, суд принял решение, что ограничить ее в родительских правах. Но она надеялась, ей объяснили, что через полгода она может подать заявление о том, чтобы восстановить ее в правах или как-то перерешить этот вопрос. Они опять приехали домой. Она снова устроилась на работу, потому что эти 2 года она была здесь, почти 2 года. Они были здесь с отцом вместе, проживали, здесь работали, снимали квартиру, жили, ждали этих решений. Она вернулась домой, снова устроилась на работу, начала работать. И, мы стали эти полгода, готовиться к тому, чтобы решить этот вопрос. Она периодически посылала деньги ему на карту, переводила, чтобы, была на работе, посылала посылки с играми, с мозаикой, с конструктором, с детским, чтобы ребенок развивался, потому что вы сами понимаете, что ребенок это наше будущее, дети вообще наше будущее. И я, работая в школе, это прекрасно понимаю. За 38 лет знаю, что такое дети, как их надо поднимать и сколько сил надо в них вложить, чтобы из них получился настоящий человек. Прошло какое-то время, и нам
позвонила адвокат и сообщила о том, что Эрика задержали. Вот. После того, как его задержали, мы решили, что нужно приехать сюда, в Сухум, и как-то поднять вопрос о том, чтобы опекунство оформить над ребенком. Потому что ведь ни у кого у него не осталось. Была одна, ну, по большому счету, мать родная была, потому что отец, я так понимаю, что его практически дома не бывало. Кто его воспитывал, этого ребенка, я не знаю. Вот. Мы начали собирать документы. Ну, адвокат нам посоветовал, какие документы нужно собрать, там справки с работы, на зарплату, на квартиру, на жилье, что есть где жить ребенка, есть чем заниматься и так далее. Вот мы пока собирали документы, адвокат должна была подать документы туда. А мы в это время попросили адвоката съездить, посмотреть вообще, в каком состоянии находится ребенок, вообще жив ли он и вообще с кем он. Нашли как бы по решению суда, он должен был жить у отца по адресу. Мы вместе с адвокатом приехали к ним, ну, к дому к их, но нас в дом как бы не пустили, а пустили, ну, тут вот на лужайке возле дома посидеть, поиграть. Первое впечатление у меня, конечно, было вообще бетонный пол. Ребенок стоит на бетонном полу, но практически без одежды. Не то, что там какой-то головной убор от солнца, еще от чего-то. Об этом вообще даже разговора не было. Тут же бегают куры. Ну, двор неухоженный, это явно было видно, что двор неухоженный, было там чумаза. И вот он бегал по этому всему, но и не разговаривал. Я говорю, а что он вообще не разговаривает? Ребенку 3 года с лишним, почти 3,5. Он что, ничего не говорит? На наши вопросы вот так нас отодвигали в сторону. Никаких ответов нам не давали. Но в результате потихонечку он с дедом очень сдружился. Я пыталась как бы поговорить с теми, с кем он живет, хотя бы узнать вообще в каком состоянии. Обращались ли они когда-либо к врачам? Стоял ли он где-то на учете, этот ребенок? Потому что я знаю, что по состоянию здоровья должен был он стоять на учете и должны были как бы обследовать. Во всяком случае, у нас в России ребенок проходит постоянное обследование, чтобы готовиться к школе, и там, к детскому саду и так далее. Но я знаю, что Саша с ним, когда была у врача, ему делали операцию, грыжу удаляли. И то сначала отец ребенка запросился на 130 тысяч, чтобы мы заплатили за эту операцию. А когда мой муж сказал, что я привезу эти деньги сюда, он сразу сказал, нет, от вас нам ничего не надо. Тогда Саша стала через соцзащиту здесь, через опеку пробивать вот это, чтобы сделали операцию бесплатно. И тогда сделали ребенку бесплатно, потому что тут была подключена уже и российская сторона, и абхазская. И вот сделали операцию, благополучно она прошла. Саша вместе с ребенком и с женой Эрика лежали вместе в одной палате. То есть они были вдвоем, и маленький ребенок с ними. Они втроем лежали в палате, когда делали операцию. После этого ребенка выписали, и как бы там продолжились суды. Вот. Я так понимаю, что в браке с Эриком ваша дочь не состояла в официальном браке? Нет, конечно, нет. Он просто приезжал к ней иногда в гости, вот как бы проведывать ребенка. Но чем эти проведывания заканчивались, разговаривать с ним было невозможно. Она, говорит, все время переходит на высокий тон, все время хамство было с его стороны и постоянно рукоприкладство. Это вообще было ужасно. Я говорю, когда я увидела вот эти ее и побои, причем ведь она с этими переломами, даже не, все ребра ей переломал. Она с этими переломами даже не могла обратиться к врачу. Ну вот по большому счету, ну вообще, вот куда она должна деть ребенка, чтобы пойти к врачу? И вот с этой крошкой очень тяжело было. Настолько было тяжело все это. Я говорю, Саша, ну почему ты молчала? Вот почему ты молчала? Мама, ну я думала, что как-то, ну он успокоится, как-то решится. Ну, раз он все-таки приезжал, хоть иногда там проведывал нас, я все-таки надеялась, что ну как-то ребенок, наверное, отец должен любить ребенка, должен и мать его любить, если уж она его родила. Или вообще, я не знаю просто, как должны сложиться отношения. То есть она, конечно, надеялась на лучшее, но никакого лучшего точно не произошло. И ждать этого лучшего точно ни к чему. Ну вот вы увидели внука вот в таком неухоженном дворе, не разговаривающим. Что вы испытали в этот момент? Ну, первое время, знаете, я как бы решила, ну, хотя бы просто узнать вообще, в каких условиях он живет. Ну, ладно, первый раз на день пустили нас дома, приходили с ним, поиграли. Нам, во-первых, ограничили сразу время, сказали, там 15-20 минут, до свидания. То есть до этого
когда Саша с мужем моим пытались с ребенком, ну, в детские комнаты какие-то ходить, в детские клубы, вот чтобы там в игровые, там что-то, чтобы он поиграл. Им тоже разрешали на 15-30 минут его взять и до свидания говорили при этом. Больше он нигде, видимо, этот ребенок не бывал. Это точно абсолютно, потому что видно по нему, что он нигде не был. И вот когда мы приехали первый раз, ну, привезли, конечно, гостинцы, там фрукты привезли детям, но не только своему ребенку, как бы мы знаем, что там еще 2 детей, поэтому мы и тем детям все привезли. Но наш ребенок ничего не увидел. Ему дали только воду, воду, воду. Все время только воду предлагали. Пожалуйста, пей воды, пей воды. Меня это так вообще поразило. Почему он должен пить воду? Ну, как бы, ну, может, он кушать хочет. Вы понимаете, что ребенок, он растет, он что-то хочет. Вот мы увидели, как он ползает по этому полу, поэтому, ну, по большому счету, курятнику. Ползает, и при этом он все время, ну, маленький ребенок, руки в рот, руки в рот. Я один раз подошла, ручки ему вытерла, второй раз подошла, ручки, взяла его на руки и умыла, потому что умывальник у них очень высоко, и там дотянуться он точно не залезет и не откроет. Где там еще что-то, где там можно мыть, я, ну, просто не видела, не знаю. Вот. Второй раз нам разрешили тоже его проведать. Мы снова приехали, снова привезли, что там игрушки и так далее, одежду разную, фрукты. Опять мы поиграли на траве, опять с машинками, со своими, с мячиками, которые мы привезли. Опять дальше нас не пустили. Но мы попытались все-таки, ну, хорошие, как бы, наладить отношения все-таки. Ну, семья, которая, как бы, воспитывает нашего ребенка, нашего единственного ребенка воспитывает чужая семья. Мне это, конечно, вообще... Думаю, а тебе зачем этот нужен ребенок? Вот зачем он тебе? Ты чужой для тебя ребенок. Зачем он тебе нужен? Я понимаю, может быть, отцу он для чего-то был нужен, для каких-то целей. Но тебе, вот женщине, зачем он нужен, чужой ребенок? Вот. Потом мы приехали третий. Сначала потом нам сказали 2 дня вообще не приходить, чтобы мы не появлялись даже. Потом на 3-й день еще раз мы пришли, 3-й раз к нему проведать. Была в это время, находилась там мама Эрика. То есть как бы бабушка. И вот мы сидели с этой бабушкой, разговаривали. Она свои вопросы задавала, но очень мало она со мной разговаривала. В основном я задавала вопросы, спрашивала, как он растет. Она говорит, а я откуда знаю, как он растет? Он у меня не бывает. Я говорю, а сегодня же вы здесь? Нам сказали, просто попросили меня прийти. Я приехала. То есть контактов с внуком у нее практически не было? Не было. То есть она говорит, что там в самом начале, он когда привез ребенка, забрал у Саши, там несколько дней он пожил у нее, но ей как бы, у нее свое хозяйство, ей никогда этим заниматься. И, ну, по большому счету она сказала, что ей ребенок не нужен этот. А вообще, когда мы потом с ней долго разговаривали, ну, недолго, но минут 15 разговаривали, в результате она мне вообще сказала, что она брезгует этим ребенком. Вот просто брезгует. Мне это так покоробило, вы знаете, вообще. Я такого, что вот про своего ребенка, который... Вот он мой единственный любимый, который вот с телефона мне расставался. У меня везде его фотографии. В этом телефоне, знаете, я не знаю сколько, 1 миллион, наверное, фотографий. Вот 1 миллион. Потому что это мой единственный ребенок от единственной дочери. И так вот сказать, что она брезгует, меня, конечно, так убило. Я говорю, Федя, поехали отсюда. Этому ребенку здесь не надо быть. Ни слов, ни улыбок. Этот ребенок как зашибленный. Я не знаю вообще, кому он там был нужен. Ну вот как бы средний сын у них ребенок, мальчик. Когда мы привозим какие-то игрушки, он пытался этими игрушками вместе с нашим маленьким играть. Девочка-то вообще вот так вот просто отодвигала его и уходила. То есть старшая девочка точно никогда с ним не общалась, это явно. Мы привозили и раскраски, и игры разные всякие. Но я так поняла, что ничего ему не было дадено, ничего. Я говорю, ну Эрик хоть вот порисовал чем-то там, я сказала. Нам сказали, да никогда нам этим заниматься. Так зачем тогда брать ребенка, если никогда этим заниматься вы не хотите? Ну, вы знаете, вот ребенок, он копия меня и моего вот, дочери. Копия, лицо, глаза голубые. Ну, вы же сами понимаете, что обычно темные люди, они как бы перехватывают генетически вот этот фон. И обычно ребенок бывает и темный, и глазки темненькие. И вообще, ну, он копия на меня похож. Я в детстве вот свои от рождения фотографии посмотрела. Дочь моя, она на меня очень похожа. И вот этот ребенок, он копия. И вообще, вы знаете, как бы вот сюда дочь приехала, ну, как бы сказать, она развелась со своим мужем, и от расстройства сюда приехала. Ну, вот такая ситуация была. И почти сразу познакомилась с Эриком, и вот она вообще сомневается, что это его ребенок.
очень сомневается, потому что ребенок похож на нас, очень сильно похож. И вот она разговаривала с матерью ее первого мужа, и она говорит: так это наш ребенок. Это наш ребенок. И я говорю, что это наш ребенок. Это не его ребенок, это точно. Но генетическую экспертизу он делать не хочет, этого ребенка. Судиться с нами, пожалуйста, а делать нет. А вы знаете же, что как бы заставить же нельзя человека сделать. То есть это все равно только по желанию. В итоге как случилось так, что вас обвинили в похищении? Вот когда я мужу сказала, что говорю, я этого не выдержу больше, потому что, вот, во-первых, вот это вот все, вся эта грязь, этот ребенок, вы знаете, там одни ребра были. Он вот так вот себе ручки подбирает под ребра, их показывает. Вот скелетик. Я понимаю, что он и родился маленький. Но, извините, до года он дожил с Сашей и поднялся, он был нормальный ребенок. А потом вот эти 2 года я вообще не знаю, чем он там питался и что там у него было. На столе, кроме соломки, там и ничего не было. И, например, наш арбуз там порезали, потом подали. Что там было еще, я не знаю. Вообще, есть ли там что кушать, потому что я понимаю, что, наверное, там не работает женщина, она ухаживает, наверное, только за детьми, а должен, наверное, кормилец приносить был в дом деньги. А если он сейчас как бы задержан, то, наверное, ничего не приносит. Но, во всяком случае, такого голодного ребенка я никому не оставлю никогда и только заберу с собой. Это была моя самая главная мысль. Я его схватила и говорю: Федя, поехали отсюда. Я не могу здесь, мне не наплевать вообще на все, просто на все наплевать. Но ребенок будет жить со мной. Мы поймали машину, уехали. Водитель нас высадил, сказал, что как бы у нас дальше не повезет, раз вот как бы неприятность такая, что как бы за машиной не побежали следом. Он понял, что что-то неприятное. Он не поехал дальше. Он нас высадил, мы пешком пошли по шоссе, пока до следующей машины не нашли, которые такси там вызвали и уехали. И когда мы ехали в сторону Гагры, потому что у нас там была возможность снять квартиру и там жить. Мы ребенка, вот ехали пока в эту сторону. Ребенок, мы его и переодели сразу же. У нас была одежда, которую мы купили, вот принесли им, хотели оставить. А после того, как я вот это все увидела, думаю, 1 раз принесли, ничего не переодели, 2 раз ничего не надо наше, 3 раз ничего не надо, ни обуви, ни одежды. Оно у меня так в сумке лежало. Я этого ребенка переодела в чистое, и мы сидели, он уснул на руках. У деда на руках он уснул. Мы ехали, но такси остановили, полиция на постом на каком-то, и говорят: вы похитили ребенка. Я говорю: какого ребенка я похитила? Вот этого. Я говорю: это чей ребенок? Это ребенок мой, моей дочери. Не чей-то чужой, моей дочери ребенок. Как я его могу похитить? Это родная мне душа. Я его не похитила, просто спасала. Не знаю, голод, не голод, я не буду судить эту семью, пусть они живут как по своим законам. Но кормить этого ребенка надо, это точно. И когда нас задержали, нас как бы, проводили следствие, допрашивали в полиции, везде все. И потом, как бы по решению МВД или как там, нас отпустили с условием, что мы будем проживать в Гагре, мы куда собирались ехать, и будем как бы, на учете или как там состоять, чтобы они нас проведывали или приезжали в двери и забрали у нас паспорта. 2 недели мы жили в Гагре, снимали, дом снимали, там 2-й этаж в доме. Хорошие очень условия, там и душ, и ванна, все есть, холодильник, есть большая кухня, где готовить. Покупали ему фрукты, покупали мясо. Вы знаете, с какой жадностью он ел эти сосиски несчастные, Господи, Боже мой. Первую неделю он просто отъедался, он ел все. Вот все, что ему не предложишь, он ел все, полностью все. Вот на 2-й недельке он уже как-то, видимо, успокоился маленько. Там, например, иногда давайте сходим вот в кафе рядышком, покушаем там, потому что там хороший детский суп, лапша, он там с удовольствием кушал с корочкой. Еще там что-то, какие-то блюда там маленько. И просто для разнообразия там погулять, пройти, посмотреть, как там детки. Ему было с нами очень уютно. Точно, у него даже вот пусика появилась. Не то, что там ребра одни торчали, пузика появилась. Летом были очень хорошие девочки, замечательные девчонки, 2 соседки. Они с удовольствием к нему прибегали, играли, приносили свои игрушки. Даже дарили ему игрушки. Играли, они так бегали, вот у нас много видео записано, и фотографий новых, и всяких свежих, что вот они бегали, играли с ним. Ребенок был просто счастлив. Я его вообще не видела таким. Он столько слов стал с нами повторять. Дед говорит, рассказывает ему что-то, он за дедом повторяет. Каждое слово повторяет, переспрашивает. По телефону мы звонили маме Саши. Он ей все рассказывает и спрашивает: как у тебя дела? Она говорит: а хочешь, я тебе покажу твои игрушки?
Вот показывает ему по видео его игрушки, еще что-то там. А это что? А это где? А еще покажи. Еще, наверное, минут 50, ну почти час. Она показывала ему игрушки по дому. И он вот, и потом при расставании вот так вот ее целует в телефон, прям целует, целует, целует. Мама Саша, мама Саша. Ну, разве можно было так вообще поступить? Вот просто забрать ребенка и вот, ну, бросить в этот, ну, не знаю я, как этот дом назвать, но мне все равно, к чужой женщине, просто к чужой. Она же никто. И не знаю, своим детям она, конечно, любимая мама, хороший человек, замечательный. Я ничего не хочу сказать, что там какие-то у нее там проблемы. Но моему ребенку она никто. У него есть родная бабушка. Зачем ему жить с чужой женщиной, если у него есть родная бабушка, дедушка и родная мама? Если такая проблема возникла, что его там где-то арестовали или там где-то он там находится под следствием, то, наверное, можно как-то по-человечески это было решить и сказать, что ребенку надо жить с мамой все-таки. Это обязательно. И вот так получилось. Потом прошло 2 недели, нам позвонили из отдела опеки и сказали, там начальник отдела или еще кто-то, я не знаю точно, сказали, нам надо приехать проведать, в каком состоянии находится ребенок. То есть 2 недели никто нигде ничего нас не трогали, не проявлялись, а вот потом позвонили с отдела опеки, что приехать мы, пожалуйста, приезжайте, у нас все есть, все, что надо, посмотрите, в каких условиях мы живем, что мы кушаем, чем мы занимаемся, как мы рисуем, как мы играем, как мы спим своевременно, как переодеваемся, все. Он научился очень многому, очень. Он с удовольствием говорил, он с удовольствием рисовал, он с удовольствием играл, и машинками играл, и другими игрушками. Он с дедом очень любит разговаривать. Если мы шли гулять, вот у меня есть фотографии, вот дед идет вот так вот. Он точно, вот копия вот сзади, я просто шла за ними, мы сфотографировала. Дед идет вот такая фотография, и он точно так же рядом идет. Ну какой он их? Ну точно это, вот так далеко это от них, от этой семьи. Уж точно, от таких злобных людей, вот как этот товарищ Мотор, уже очень далеко. И дай бог, чтобы этот ребенок мы таким не был никогда в жизни. Органы опеки приехали. Органы опеки приехали вдесятером. 3 человека было из органов опеки, 3 человека было работников полиции, милиции, и 4 было, как они сказали, свидетелей. Я говорю, это что за люди? Люди в черной форме. Я не знаю, там ничего не было написано, я думала, вообще какой-то или ОМОН, или что-то такое. Они сразу заломили руки моему мужу, завернули его в клубочек, увели в милицию, в машину полиции. Мы остались здесь 6. И работники полиции, которые были 3, сразу начали предлагать. Не предлагайте, отдайте ребенка. Я говорю, как я вам отдам ребенка? Кому я ему отдам? Отец где? Уже же точно было известно, что он там пока под следствием где-то там сидит. Кому я должна отдать ребенка? Мы отвезем его в отдел опеки. Я говорю, а где в отделе опеки он будет находиться? В каком городе? У вас что там есть какие-то детские дома или что есть? Где будет находиться ребенок? Мне ничего на это не ответили. Полиция стала ребенка забирать. Как он реагировал? Он прижался ко мне, вот так вот за шею схватился и кричал, бабуля, бабуль, вообще. Он так кричал, вы бы слышали. Очень, вообще, вырвали мне вот так руки, все завернули в наручники сразу. И мужа в наручники, меня, руки сзади в наручники. За шкирку меня взяли и зашвырнули в машину вместе с башмаками моими. Ребенка посадили в другую машину и куда-то увезли. Все там бросили открытое, закрытое. Не знаю, как там вообще хозяева нам что потом скажут за этот дом, который как бы вот оставили вот такого открытого. Потому что мы там не были, мы не знаем, что там, в каком он состоянии. И нас увезли в полицию. Допрос за допросом. С утра и до вечера. Это был какой-то ужас. В результате этих всех допросов нас обвинили в том, что мы похитили ребенка. Я говорю, как бабушка может похитить ребенка? Она может сделать только так, чтобы ему было лучше. Только лучше. Чтобы он рос, чтобы он развивался, чтобы его любили. Просто хотя бы любили. Это очень много значит. Я в школе работаю, знаю. Чтобы ребенка любили, и чтобы он развивался хорошим, действительно к нему надо хорошее только отношение. А если на него так вот плюют, толкают, отодвигают от себя и говорят, гуляй, гуляй, и больше ничего, и ничему не учат, из него ничего не получится хорошего. Насколько я знаю, вас не просто сковали в наручники и доставили в МВД, вы даже провели какое-то время в камере. Да, 2 суток мы провели в камере, меня посадили при МВД,
какое-то полицейское, видимо, ну, участок, или я не знаю, как это называется. А мужа в другое место отправили. То есть меня в одно место отправили, него в другое место отправили. 2 суток мы там провели. Потом спасибо адвокатам, они отстояли наши права. И спасибо тому судье, который вот понял нас, понял, услышал все это. Я вот даже там на суде вот и благодаря того было и на коленях и везде вот ползать, благодарить этого судью, что он так поступил. Честное слово, вообще не могла, вообще мне слезы сразу текли. Мне, во-первых, в больнице, в суде, когда привезли на суд, мне стало там плохо. Во-первых, я, когда сидела в тюрьме, уже задыхалась, я не могу вообще, у меня, задыхаюсь я вот в таких ситуациях, и когда нервничаю, и вообще, и определенные заболевания, если у меня были операции на сердце, был инфаркт, был инсульт. И после этого всего я как бы восстанавливалась долго, все более-менее нормально стало. Но там душно. Я попросила, говорю, вы знаете, мне очень душно, я не могу. Но выходите на прогулку, мне сказали, вот сюда, как бы по коридору. Но первый день я вообще никуда не выходила, потому что как бы сидела себе на своем месте и все. На второй день, там начальник отдела пришел в милицию, и он там с одной из осужденных разговаривал в камере. И, я посчитала, нужно выйти оттуда. Я вышла, просто стала у окна. Но дело в том, что там делается ремонт, какое-то здание, что-то пристраивается, и очень сильно пахло краской. Видимо, я краской надышалась, мне настолько плохо стало. Я вообще задыхалась, там вообще не могла. И когда приехали на суд, там еще тоже поднимались по ступенькам, там тоже было очень душно в помещении. И тоже у меня, видимо, приступ начался. Руки задрожали, вообще вот ноги подкосились, вообще не встать, не дышать, не петь, не рисовать. И или следователь прокуратуры, или еще там кто-то, в общем, они позвонили, вызвали скорую. Меня помогли спуститься вниз, приехала скорая, меня на скорую забрали, увезли в больницу. Там посмотрели, видимо, на состояние, все проверили, обследовали, сделали уколы, капельницы. Я полежала там какое-то время, мне, как бы лучше стало. Но я поняла, что нельзя было остаться в этой больнице, и обратно меня посадили в машину милицейскую и увезли туда на суд. Вот, когда приехала на суд, сначала где-то долго возили, не знаю где. Потом привезли на суд, я зашла на суд, и пришел суд. Спасибо судье, он сказал, можете кратко рассказывать, что случилось. Потому что у моего мужа уже как бы прошел процесс по нему. Но все вопросы, которые он задавал, я ответила. Все, что надо было, я рассказала об этой ситуации. Он просто сказал в конце, что вот нельзя было как-то, законным путем это сделать. Я говорю, а каким законом? Я разве думала о законах, когда я видела, что ребенок вот это вот птичий помет в рот несет себе. Это все. Я на ребра просто посмотрела. Понимаете, вот ребра, вот одни ребра торчат. Господи, неужели так можно ребенка? Ведь свои же дети у них тоже родные есть. Почему-то они же не такие. А почему мой-то такой? Таких, извините, дрящей я еще не видела в своей жизни детей. Правда, честное слово, одни ребра. Я говорю, какие вообще, о чем можно было вообще тогда думать? Бабушка, не бабушка, дедушка, не дедушка, мама. Первый человек, который думает об этом, только чтобы был ребенок жив и здоров, а не жил непонятно где. Поэтому мы его забрали и уехали. Вот я также точно ответила судье, что главное для меня было, чтобы вот он был жив, здоров, и чтобы у него все было хорошо. А на себя мне вообще наплевать, если честно. Мы записываем нашу беседу в частном доме. Значит, вы уже какое-то время, насколько я знаю, не выходите вообще на улицу. Нет. Вы боитесь покидать это жилище. Почему? Знаете, нам столько угроз поступало в адрес. И писали, и приходили, и вот сюда пистолет приставляли, и неизвестно, что вообще творилось. А когда посадили меня в милицию, то когда я поднималась к следователю на 3-й этаж, вообще оказалось, что я сижу с этим Матуа вообще в одном месте. Я на 2-м этаже, а он на 3-м. Это вообще, я такого вообще первый раз столкнулась, чтобы... И что, он вам угрожал? Нет, он не угрожал. Не-не-не, этого не было. Просто когда мне сказали, что один из работников полиции говорит, а ваш-то сидит на 3-м этаже. Я говорю, ничего себе. То есть он сидит в МВД? Он сидит в МВД на 3-м этаже, как работник полиции, что ли, милиции, я так понимаю. Но он ведь им уже не является с января месяца. Я так понимаю, что он там в каком-то участвовал
в какой-то аварии очень сильной, 4 машины пострадало. Видимо, ему надо было деньги или что-то выплачивать, я так понимаю, может, поэтому он занялся вот этим вот, там, рэкетом или чем-то, не знаю. Ну, во всяком случае, по 2 делам он осужден, не осужден, а следствие идет, да, что там был грабеж или вымогательство, или там шантаж, или еще что-то, какие-то такие. Ну, я не буду в подробности вдаваться, я в это вообще не лезу никогда. Самый главный вопрос. После всего давления, которое на вас оказали, вот после всех этих историй, да, значит, со стороны прокуратуры и от разных органов. И от родственников, в том числе, очень многих дальних, которые являются тоже работниками вот этой же сферы, полиции, милиции и всего остального. Я знаю, что у Матуа очень много родственников, которые вот его всегда поддерживали, липовые справки нам делали для суда против моей дочери. И вот это все, это точно было, потому что если уж она была на приеме и у Онклаба, и у начальника полиции, и после этого такая же была тишина и никакой реакции. Дважды она была у министра МВД, дважды на приеме, и везде, где можно было. И была тишина в ответ. Это же о чем-то говорит. А это когда было? Какой период? Это не в этом году? Нет, это было в 21 году, когда они ходили везде. С мужем сюда приехали и вот судились. Что будете делать дальше? Откажетесь, забудете, От уедете? кого? От кого? От ребенка единственного. Чтобы он тут в этом курятнике жил? Да вы что? Такие вопросы задаете, слушайте, вообще. То есть вы отступать не будете? Нет, нет, точно нет. Это мой единственный ребенок, он будет только со мной, с моей дочерью и с моим мужем. Никакой семье его, Матуа, еще там кого-то, кланам этим каким-то, еще кому-то я точно не отдам. Да им наплевать на него, он им не нужен вообще. Они его взяли так, не знаю с каких целей. То ли потому, чтобы денег из нас вымогать, то ли еще почему-то, я правда не знаю. Мне это как бы вот все равно. Ребенок должен быть с нами, с моей дочерью, со мной. Ну, насколько я знаю, вы работаете педагогом. Да. Расскажите немножечко о себе. Ну вот я закончила пединститут, дефектологический факультет, являюсь учителем-логопедом. Потом я получала второе высшее образование в Красноярске, являюсь учителем-дефектологом, олигофренопедагогом и плюс к этому тифлопедагогом. То есть могу работать с умственно отсталыми, слабовидящими детьми, и в том числе с детьми, у которых проблемы с речью. Сколько в школе я уже работаю 38 лет. Вот как родилась у меня Саша, мне было 20 лет, я еще училась в институте, не закончив его, я уже начала работать в школе. Ни на один день я не увольнялась из этой школы. 38 лет там проработала. Никогда не думала, что приду в такую ситуацию, что меня в наручниках посадят в милицию, в тюрьму. Для меня это вообще шок. Просто шок. Я до сих пор отхожу от того, что вот нас как бы помогла адвокат, чтобы мы вышли оттуда. Вот это спасибо, я говорю еще раз судье, который вот понимает вот такие проблемы, видимо, может быть сам, либо настоящий человек, либо имеющий детей человек. Спасибо ему, что я вот здесь. Но как бы на свободе. Я понимаю, что ограничена домом, никуда не выхожу даже во двор, даже цветы полить. Я только хозяйки вот внутри дома поливаю цветы, ухаживаю, во двор я даже не выхожу. Потому что я, просто боюсь, что от нас ничего не будет, нас вот свернут нам башку и забудут. Так же, как он обещал это сделать.